Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Достижение целевых показателей. В правительстве региона прошло совещание по социально значимым программам для населения. Забота, уважение, справедливость. Была огромная проделана работа, это и встречи, и мероприятия, и помощь нашим подопечным. Это не только ветераны СВО, но и участники СВО, которые зачастую к нам обращаются. Как работает фонд защитников Отечества, смотрите в нашем выпуске. Любовь к родному краю. Магомед Алиев в этот день собрал творческую интеллигенцию Чеченской Республики. Его поистине можно назвать хранителем чеченского языка. Чеченский писатель Магомед Алиев презентовал свою новую книгу. Владимир Путин поздравил коллектив Музея Чеченской Республики со столетием организации. Пост был опубликован на сайте Кремля. Президент России отметил, что музей считается одним из крупных авторитетных центров культуры и просвещения на Северном Кавказе. Благодаря неустанному труду, таланту и энтузиазму многих поколений его работников, творческой щедрости знаменитых художественных собраний страны, ваш музей по праву считается одним из крупных авторитетных центров культуры и просвещения Чеченской Республики и всего Северного Кавказа, говорится в сообщении. В правительстве региона состоялось совещание под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. В рамках встречи официальные лица зачитали доклады о социально значимых программах для региона, обсудили предварительные итоги достижения целевых показателей, установленных президентом России. Также выступили с предложением по корректировке некоторых оценок эффективности работы региональных властей. Государственный фонд помощи участникам СВО «Защитники Отечества» создан для оказания персональной помощи ветеранам спецопераций, бывшим участникам боевых действий и их семьям, включая поддержку родственников погибших. Он действует во всех регионах России и предоставляет всю необходимую комплексную помощь. О деятельности фонда и погибшим участники СВО в репортаже Лейлы Муртазовой. Время так быстро летит, скоро год, как ты больше не с нами. Маленькая Асмарт стоит перед портретом своего отца, еще совсем не осознавая масштаб утраты. Она выражает любовь через картину, узнавая в ней знакомый образ. Сулим Закриев погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения специальной военной операции в 2022 году. Daarom heb ik dus aan dit slecht. Ja, sorry, maar hoor, maar hier maar hoor, daar je im gezelligheid van er toe zoek. Jij hebt daar dus. Je komt om gezelligheid van zo naar ze. Was gewoon en willen wel is machine toe en hoe het is. Служил в Министерстве обороны в мотострелковом взводе. 10 лет своей жизни посвятил защите Родины. За годы работы проявил себя как опытный боец и настоящий профессионал своего дела. На линии фронта героически боролся с противником и всегда прикрывал боевых товарищей, помогал им в бою. У него осталось 3 детей. Супруга Марьям в этот тяжелый период смогла найти опоры не только в родных, но и у фонда «Защитники Отечества». قصوتي على السوازي تسويلا يوخ شكر صوخاني لي قسوازي خبر دار مرة شجع وقعوا أتسعوا ولا خبر دار نو قسوازي شات سوالير يوخ صدعوا تبيسن يعتن سابشيني يتسون تسون حيش تليفون ديعجوش но حتى قاعدة сообщение у меня все хорошо, не переживайте, когда связь появится, позвоню Ал. Юх 13-го. Тавела Марвашик Туахелерю. Туди наш галазин в обох, что он сахает, что юх цаат кирчтане, чахтула элца проблем хелюх. Цигва юрист вогон, цона осталдир догон эл. Юх цо юристан деяган, цо дохна осталдин кирча хаз чахтули рулка хаз дадирзер.
Фонд оказывает содействие ветеранам и участникам специальной военной операции, а также их родственникам в получении всех полагающихся мер из льгот социальной поддержки, будь то медицинская помощь или реабилитация, лекарственное и техническое обеспечение, санаторно-курортное лечение или содействие в трудоустройстве. В этом году было более 7 тысяч заявок, из них 98% это положительно решенные. Также у нас реализованы более 35 проектов общественного направления. Мы провели более 150 мероприятий, 50 благотворительных акций. Также хотелось бы выразить огромную благодарность региональному общественному фонду имени Ахмад Хаджи Кадырова Далгазут Кобулдеутсон, которые во всем нам помогают в проведении различных мероприятий и всего остального. Сулим был награжден многочисленными медалями, знаками отличия за его мужество и преданность стране. Подвиги наших бойцов всегда будут жить в нашей памяти, и они останутся истинными героями и защитниками своей родины, которые подарили мир отчизне. Этот трогательный и почетный жест сегодня можно встретить на улицах нашего региона. Табличка на доме погибшего участника специальной военной операции с именем, фамилией и словом «герой». Это свидетельство памяти и признание их заслуг перед Родиной. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Сейд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Заведующая донорским отделом Республиканской станции переливания крови Мадина Атбиева представила на конкурсе свой проект «Большая история маленькой жизни», направленный на повышение информированности населения республики о донорстве клеток костного мозга. Мини-фильм, в основе которого легла история донора из Чеченской Республики, получил первое место в номинации «Здоровые нации». Валентина Гусевская подробнее. Мадина Атбиева работает в республиканской станции переливания крови уже 13 лет и знает каждого приходящего донора. В этом году врач победила в конкурсе от Министерства Чеченской Республики по делам молодежи с проектом «Большая история маленькой жизни». В работе она описала случай из своей врачебной практики, когда житель Чеченской Республики стал одним из 10 тысяч подходящих для донорства костного мозга. В 2015 году донор, про которого я в своей работе рассказываю, Яхья Малхбек, он в 2015 году сдал этот анализ, и ему в 2018 году позвонили, рассказали, что есть совпадение. И для нас это, естественно, было в первый раз, и мы сами как-то волновались, и первый раз вот с таким сталкиваться. Но он сам, ему когда сказали «девочка», он сказал: «Я поеду». Главное то, что донести вот это до сознания людей, чтобы понимали это все, что это не страшно, что это нужно. Каждый может стать для кого-то героем. Ежедневно в республиканскую станцию переливания крови приходит до 100 человек. Перед процедурой терапевт проверяет анализы и общее состояние сдающего кровь. Помимо сдачи анализов, перед процедурой врач направляет донора на чаепитие со сладким печеньем. Такой перекус помогает успокоиться, расширить сосуды и восстановить уровень жидкости в организме. После подготовки доноры проходят в аферезный зал. Помимо крови здесь дают плазму и эритроциты. Делают лечебный плазмоферез. Многие жители не первый раз оказывают помощь. Уже 15 раз дал кровоподачу. Когда ты сдаешь кровь, наоборот, поднимается настроение в плане том, что ты думаешь о том, что ты кому-то можешь помочь благодаря своей крови. В станции переливания крови трудится 90 специалистов. Шахадат Исраилова, медсестра отдела заготовки крови, также представила свой проект на всероссийский конкурс о своей работе. Ей было что рассказать. За 11 лет стажа накопился большой опыт работы с донорами. В результате первое место. Моя трудовая деятельность на станции переливания крови началась в год реализации национального проекта по развитию службы крови в Чеченской Республике. Для меня медсестра – это не просто работа, это призвание, миссия и возможность ежедневно спасать жизни людей и менять мир к лучшему. Нравится помогать людям, приносить добро. Каждый специалист здесь нацелен на самые высокие результаты в трудовой деятельности, постоянно улучшая профессиональные показатели и заслуживая высокие награды. Жители нашей республики ежегодно сдают кровь. Мы в год совершают около 20 тысяч донаций. Мы заготавливаем свыше 10 тонн цельной донорской крови и обеспечиваем в круглосуточном режиме все медицинские организации нашей республики, которые оказывают экстренную медицинскую помощь. У нас ежегодно станция переливания крови участвует в проектах.
проектах всероссийского масштаба, который организовывает и Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный центр по развитию донорства Общественной палаты, Федеральное медико-биологическое агентство. То есть они предлагают нам участвовать вот в этой проектной деятельности для того, чтобы, вот посмотрев, как в каждом регионе развивается донорство, тиражировать эти практики и вот как бы их показывать во всей стране. Руководство станции призывает молодых специалистов также принимать участие в проектной деятельности и развивать донорство в регионе. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке состоялась презентация книги Магомеда Алиева «Даймахкан Уэлнаш». Имя Магомеда Алиева мало известно широкому кругу читателей, но настоящим любителям поэзии хорошо знакомо его творчество. Его произведения полны любви к своему народу, к истокам его традиций и культуры. С подробностями творческого вечера нас познакомит Медина Мударова. Поэт, прозаик, переводчик и просто хороший человек. Магомед Алиев в этот день собрал творческую интеллигенцию Чеченской Республики. Его поистине можно назвать хранителем чеченского языка. Магомед Алиев – чеченский писатель. Любители поэзии хорошо знакомы с его творчеством. Стихи мужчина начал писать с 7 класса. Хобби переросло в дело всей жизни. Сейчас работы публикуются в различных журналах. Он переводит произведения с русского на чеченский. У него немало творчества для читателей разных возрастов. Рассказы, там и перевод у меня. Перевод «Бедная Лиза» Карамзина я перевел. Этот рассказ многим читателям очень понравился. А так, у меня есть исторические, там, любовные, дореволюционные рассказы, послереволюционные, там, и про нашу войну, вот, которые у нас были в 94-м, вот эти, что происходило у нас в Грозном. Мероприятие собрало любителей творчества писателя, а также друзей и близких. Каждый поделился воспоминаниями об Магомеде Алиеве и сказал множество теплых слов. Gerger Ludolf, literatūrne od skruškiškās dīrškilere, literatūra lakarlorškilerdu, lakarlar, on kietam lakarkilerdu. Et skružoki še hayğançaraq, masvu, kinçk əriyəlik, hoşbağın, hoşkiler, çink hausenş, meldokkumdu, melbəyəlgəlibiyiz, meltesangsditan, تقدم تسليلنا شيء حليش بوشارة مثلا يزدر وقول مثلا بيت كل حش مثلا كينش كاري ولا حش وين مثلا يتلاقي راجين داسا يا شيء لولر دين داديول ده تشير دين داديول ده لوك بول وش إيش دولشود ده أنا دولشود مثلا شتوين. Стихи поэта могут с детства воспитывать любовь к родному краю. Среди родственников писателя в зале присутствовал внук Магомеда, который также хорошо знаком с его творчеством. Творческий вечер стал ярким событием не только для самого Магомеда, но и его коллег. Yerçin zbornik şari olur. Sigah yürüyüşse bilgilgala dik formatını yolur. O dik yazır. Nokçı halk, nokçı mot bize. Barjorna. Yok. Гозала гоит шуки, адмашна массана. В завершении мероприятия писатель подарил каждому гостю экземпляр своего сборника со своей подписью, после чего они сделали памятное фото. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.